Октябрь ҩажәихԥашьа сааҭ аабырза аҟәамҩа дуқәа Арӡынбеи-Дбари реихдарҭаҿы иҟалаз амҩатә машәыр иахҟьаны рыԥсҭазаара иалҵит хҩык. Амашьынақәа рыԥсҟы зкыз руаӡәк Бадра Халя аҟаԥшьаҿ даанымгылаӡакәа дандәықәла дисит уи аамҭа зганахь аиаҵәакыз Ваграм Киан. Анаҩс ишеилкаахаз ала арҭ аҭаацәарақәа аҽны ирымаз ачарақәа рҽазыҟарҵаз аҽырԥшӡарҭахь аҭацацәа ргон. Ари амҩатә машәыр иазкын Аԥсны Ахада имҩаԥ игаз аилацәажәара. Рауль Ҳаџьымба иҳәеит ари аҭагылазаашьа аҳәынҭқарра шыҵнашәаауа, иазгәеиҭеит асуаҳа шамуа. Аԥсҭбара зцу амҩатә машәырқәа раанкылараз конкретла иҟаҵатәу ишалацәажәатәу, насгьы уи цәажәаран мацара инхо акәымкәа аларҵәара лассы ишхацырктәу. Аԥсны Ахада иажәақәа рыла азҵаара аӡбара зегьы рыԥхьагылоуп ауаа рыхдырра аҟынӡа анагара, аццакреи амҩатә ԥҟарақәа иреилагара ишракәу изхылҿиаауа амашәырқәа. Иааныҳамкыларада ԥсыхәа амаӡам. Аха уи иаанагаӡом иахьа аусқәа аҩныҵҟатәи аусурҭа имҩаԥнаго зегь рыла иахьахәҭо ишаҭаху еиԥш иахьӡо дҳәан. Иҟоуп аихьымӡарақәагьы. Аха уи иаанагаӡом дасу зхызтәымкәан амҩаду иану асотрудникцәа рыдыртәалан иахьакәзаалакгьы амҩадуқәа рҿы ауаа ргыланы абри зегь ааныркылап ҳәан аҭагылазаашьа ауп ҳәан. Аха ҳааҟәымҵакәан иаҳҳәоит анцәа дҳахәаат ҳәан. Анцәа дзыхәо зхы иахәоз иоуп. Ҳара ҳхы ҳҭахымзар, ҳхы ҳзамыхәозар, аӡәымзар аӡәгьы ҳиҭахӡам. Дызусҭазаалакгьы иҭахалак, џьоукы дрыҷкәынуп, џьоукы драбуп, диаҳәшьоуп, дануп. Абас ҳуаҳа амҩа бгашьа ҳзымдыруазар, даҽакала азнеишьа амзар, шәааи даҽакала ҳарҭ ҳазхәыцып. Зны-зынла ирыдызгало азҵаарақәа иахьа уажәраанӡа ансакәу, арсакәу издызымкыло акгьы ыҟазар ҟалап, аха ԥсыхәа ҳамаӡам уаҳа даҽакала азнеишьа. Иаҳмырӷәӷәар ада абарҭ аусқәа. Азакәан ишаҳәо ала, азакәан ҳақәныҟәаҟын, уаҳа ԥсыхәа ҳамаӡам. Думаю, что для всех то, что произошло вчера, позавчера, вот эти события, это не один, как говорится, у нас такой вот чрезвычайный процесс. Да, слава Богу, как говорится, под некоторым, как говорится, другим дорожным происшествием люди не погибли, но люди остаются калеками. Сколько это будет продолжаться? Что мы должны сделать для того, чтобы изменить положение дел? Вы понимаете, никаких оправданий быть этому не может. И все наши действия должны быть нацелены. Несмотря на то, что я слышу, вижу, о чем говорят в нашем обществе, все пытаются свалить на МВД. Извините меня. Не может МВД каждому нарушителю сажать, как говорится, по сотруднику. Мы сами должны быть ответственны. Каждый из нас должен быть ответственным за свою судьбу, за свою семью, с которой он едет. Но и мы должны еще решать задачи, может быть, даже в более жестком порядке. Нужны конкретные шаги. Мы сегодня уже проговаривали с аппаратом в отношении всех чиновников, в отношении всех руководителей различных ведомств, маленьких, больших, будут приниматься соответствующие меры, чьи дети, сыновья, дочери, в первую очередь с себя начнем, будут нарушать на дорогах. Вплоть, я еще раз говорю, это конкретно записать и применять по отношению к этим, как говорится, людям. Нарушил твой сын, твоя дочь. Родители должны быть отправлены в отставку, сняты с работ, с занимаемых должностей. Никаких пощад не будет, я еще раз говорю. Кто бы это ни был, начиная от самых высоких рангов. И это должны знать все. У нас сегодня беспредел. А беспредел порождает беспредел еще на низшие круги. Почему я вас пригласил, всех вице-премьеров, руководителей различных звеньев, донести до всех подчиненных, по всем курируемым структурам, что только такой будет подход. Никаких потом разговоров ни с одним из родителей не будет. С показом на телевидении. Всех этих людей показывать, демонстрировать, кто они есть и как они воспитали всех своих детей. Министру внутренних дел, вице-премьеру по силовому блоку. С сегодняшнего дня
издать соответствующие распоряжения о начале ревизии по госномерам. Зачем такое количество госномеров нужно для всей этой массы людей? По этой тематике провести необходимую работу и доложить. Я обращаюсь к Совету старейшин тоже с просьбой. Я думаю, что нужно будет провести по всем регионам, со всеми вашими районными подразделениями, не просто разговор, не просто встречи для того, чтобы сказать, что мы что-то сделали. Поговорить с людьми, поговорить со всеми теми, кто связан с этими процессами, главы районов, и понять, нужно всем, и донести до всех нужно, что никаких родственных, дружеских отношений в процессе разбирательств по этим делам, как у нас обычно делается. Убили человека, к вечеру родственники начинают сходиться и говорить о том, что чисто случайно это произошло. Не может этого быть случайно. Это в результате незнания правил дорожного движения, в результате применения алкоголя, наркотиков, все это и происходит. Пока мы не научимся и не будем вести себя в соответствии с законом, ничего у нас не изменится. Мы начинаем потом объяснять, хороший был парень, хорошая была девушка, но так произошло у нее по жизни. Случайно наехала, ничего подобного, случайно не наезжают. Допускаю, но основная масса наших всех дорожно-транспортных происшествий происходят в какой ситуации и по причине чего нам всем известно. Последнее событие, когда мать с ребенком были убиты, мне пытаются тоже так сказать, что там хороший парень, хороший мальчик, хороший парень не будет находиться в наркотическом опьянении. И точно так же это касается многих других. По молодежи. Мы какое-то время начали активно проводить акции, связанные с проблематикой той ситуации, которая складывается на дороге. Это была кампания. Пора переходить от кампании к результатам, которые должны содействовать недопущению тем процессам, которые, к сожалению, имеют место. Самое важное, думаю, что мы долго говорили об этом, но, к сожалению, так и не приняли соответствующих мер. Это по усилению санкций в отношении самих нарушителей. Мы говорили о том, что лица, находящиеся в алкогольном, наркотическом опьянении, нарушивших или могущих нарушить правила дорожного движения, должны применяться жесткие меры. Неоднократность совершенных преступлений, нарушений, вернее, правил дорожного движения, должны приводить к возможным конфискациям транспортных средств, как к орудию преступления в данном случае. По-другому я это назвать не могу. Я хотел бы, чтобы и в этом нас поддержали депутаты парламента. Нужны будут соответствующие изменения в закон. Давайте внесем эти изменения в закон. Хотя я, честно говоря, слышал несколько раз, ничего это не даст, ничего это не изменит. Слушайте, изменит. Хоть одну жизнь спасем. И то уже будет результат полезный для Абхазии. Меры административного характера, которые мы с вами обозначали, к сожалению, до сих пор мы тоже ничего не изменили в этом вопросе. Хочу, чтобы мы с вами все эти вопросы пересмотрели и не откладывая в долгий ящик, иначе мы с вами как нация исчезнем. Война, мы в ней выжили, а дорожно-транспортные происшествия уничтожают Абхазию, уничтожают наш народ. Если лицо совершает правонарушение, то есть управляет транспортным средством в состоянии алкогольного либо иного опьянения, это сразу влечет лишение права управления транспортным средством на 1 год, без каких-либо штрафов. Если лицо управляет транспортным средством и не имеет права на
управления транспортным средством, наказание предусмотрено сразу арест на 15 суток. И также предлагаемые изменения в Уголовный кодекс предусматривают, что если лицо будет остановлено, то есть совершает преступление, то есть повторно в течение года управляет транспортным средством в состоянии алкогольного либо иного опьянения, наступает уголовная ответственность. Все равно, в каком виде опьянения он находится, алкогольного или наркотического. Я считаю, эта практика тоже показывает, он убивает людей, он калечит себя, он калечит людей. Это опасный человек на дороге. Я сторонник, это говорят и специалисты в МВД, люди алкогольного и наркотического опьянения приравнять. Нет, вот вы понимаете, мы задерживаем людей наркотического опьянения, мы сразу же отправляем в суд, суд определяет им наказание 15 суток. Не надо вот эти 2 раза, 3 раза, они вот эти поэтапность, это все приводит к коррупционным схемам. Человек пьяный за рулем, он должен понимать о том, что если он сел пьяным за рулем, что его могут арестовать. Мы доигрались, мы дошутились. Знаете, вот вся вот эта внутренняя наша компанейщина, она привела к этим результатам. Это вопрос не одного дня, здесь я с президентом целиком полностью согласен. Это годами, послевоенный период, когда мне пришлось еще быть начальником УВД, я тогда говорил многим ветеранам войны. Ребята, вот мы так себя ведем, что мы воспитаем молодежь, что нам это аукнется. И вот она начала аукаться нам сегодня. И стало ничего. Ну, спала щаматься быстро. Сосраться город незерги, да, здесь пшло на руле. Люди домой не попадают неделями. И даже не интересуются, где они находятся. Тем более сегодня современная связь такая. Те самые вызовы, которые имели в городе быть. Вот эти ночные езды. Слушайте, одно, что мы не должны, особенно я хочу обратиться к молодежи, что мы жили в этом городе, что мы жили в этой стране, тысячи людей жизнь отдали. И кто дал вам право так себя вести? Как будто мы в оккупационном городе находимся. Ночью, когда основная масса наших граждан отдыхают, им на следующий день надо идти на работу, они ездят с бешеной скоростью. Двоюродный брат взял, это двоюродный, вот Халя является, как мне объяснили, двоюродным братом этого несчастного Жиба, который и ребенок погиб, и он погиб, и девочка-армянка погибла с другой машины. Но на красный свет ехать. Ну, это уже в школе пешеходы знают. Некоторые там упрекают, что права не так. Мы это тоже под жесткий контроль будем брать. Как эти права выдаются, что это за школы, мы будем в ближайшее время это все проверим. Эти все же школы, которые как обучают этих людей. Но под красный свет, что нельзя ехать, это третьеклассник знает, первоклассник знает в любой школе. Но что случилось с этим парнем, я понять не могу. Закон, какой бы хороший ни был, если он не выполняется, то какой бы ни приняли бы закон, не будет ничего толку. Вот, в принципе, наши коллеги, люди, которые еще советской школы, вы прекрасно помните, как работала ГАИ, вы прекрасно помните, какую они ответственность несли, если на их участке совершались какие-то нарушения правил дорожного движения. Я не говорю даже о смертельном исходе. Это было для начальника ГАИ района, там, города, это было все, до свидания. У нас сегодня никто ни за что не отвечает, ребята. У нас сегодня никто ни за что не отвечает. На его участке авария со смертельным исходом. Он спокойно там работает, начальника и спокойно работает, и так далее, и так далее. Вот это и приводит, во-первых, как необходимо не наказываем нарушителей. Давайте честно говорить, у нас уже образовалась каста, которых нельзя трогать. Очень жесткий подход будет ко всем вот тем процессам, которые мы с вами должны реализовывать. Вот тогда и за нами пойдут и представители нашего общества. Иначе нам нужно будет понять, что просто будущего у нас с вами не будет.